Всегда у нас считался, там, Донецкая и Луганская область, всегда считался, там, как бы тогда, они под своим, скажем, воспитанием и влиянием было, потому что у них там российское телевидение всегда. У нас вот между, когда там побывали, ну, бывает там каких-то дней выходные, там, да, вот, на отдых, мы всегда ребятам собрались, пошли там школа, да, спортзалы, там, учителя говорят, пожалуйста, переходите, мы там волейбол, футбол играем, и заодно давайте там придем, детям расскажем что-то. Да, пожалуйста, мы сидели, вот дети сидят, и настолько, вот я еще говорю про 16-го года, вот с детьми разговариваешь, местными детьми, это Луганский, вот у него там, ну, от его дома 500 метров или возле его дома попадает мина, понимаете? Они там ненавидят эту войну, потому что иногда даже на нас смотрели, если бы не их, там войны не было. У них вот глаза загораются. И через раз, два, три приходим, у них уже получается тут флажок, да, и сердце там все остальное, уже вышиванки одевают, они начинают спевать украинский гимн и задают вопрос. Я даже про Майдан, когда начали, годовщина Майдана была, мы там ходили в школу, если не ошибаюсь, 21-я школа, да, мы рассказывали, маленькие дети там 8-10 лет, они начали плакать про Майдан, потому что им совсем другое рассказывали. Опять-таки, вот это информационная война. Украина проиграла информационную войну, это факт, это надо признать. У нас хромало везде, потому что нету, есть очень много. Мы можем считать недостатков очень уйма. Но давайте начнем с чего. А что я делаю для этого? Вот каждый гражданин должен себе дать вопрос. Что я для этого делаю, чтобы в стране жилось хорошо? Розмовлять треба, так? Экономики поднять тоже треба. В армії служити теж треба. Не треба, щоб не прийшли там з-під кроваті доставали. Ну, але надо йти, опять-таки. Учиться хорошо тоже надо. Да, скажем, это все основы державы. А мы сидим, президент должен, президент обязан, премьер обязан. Да никто никому ничего не обязан. Ребята, давайте вот так вот, начнем с себя. Для этого должен быть ватан дуйгысы, понимаете? Да, ватан, вот к чему. Опять-таки, ватан, это самое первое. Пока. Я тогда говорил, вот этот формат, говорю, пока война не достучится каждый хату, не поймет. Вот каждый украинец не поймет, что такая боль, что такая страна, что такая родина, что такое флаг, гимн. Пока эта боль он не почувствует, не пропустит через себя. Вот этого, не хочется пожелать, понимаете, не хочется пожелать, но это факт. Тот человек, который побыл, понюхал вот это вкус или видел это всего, конечно, он это помнит навсегда. У него в мозгах переворачивается, понимаете, все меняется, ценности меняются в жизни. Он уходит от этой гречки, от этой мяса, от этой машины, от этой виллы уходит. У него другие ментальности, другие ценности в жизни появляются. Тот человек, который побывал. Тот человек, который побывал на Майдане, видел, когда убили его там молодых ребят, да, Беркут убивал. Тот человек был, который на войне, на Донбассе видел, что там, как там танки выезжают, как градом накрывают, убивают, все остальное. Вот тогда у него появляется любовь. Любовь и боль. Эту боль он почувствует. Не хочется пожелать каждому. Но те люди, которые это пережили, они просто так страну не отдадут обратно.